Это эскизный проект будущего национального парка. Примерные наброски, не более. Дизайн-проект такого масштабного и грандиозного объекта еще не выбран, так как сделать это должны сами жители. По поручению главы Ингушетии Махмуда Али Калиматова с 1 по 20 декабря будет проводиться голосование, где граждане смогут выбрать один понравившийся из двух представленных вариантов и внести свои предложения в архитектурные решения. Мы подготовили определенный дизайн-проект. Мы к этой работе привлекаем и студенческие наши команды, волонтеры, проектные институты и в том числе колледж архитектуры и дизайна города Сунжа. В общем, совместными усилиями мы разработали такой эскизный вариант этого парка. При этом мы не учли все детали, которые могли бы там быть, просто разновидность тех малых архитектурных форм и зоны отдыха, она очень велика. И по указанию главы республики мы планируем провести такое голосование онлайн, где будут представлены два варианта эскизных этого парка. И в том числе жителям смогут по форме обратной связи дать свои предложения, замечания, чем доработать, какими еще вещами для отдыха можно доработать этот эскиз. Мы заказали формирование сайта. Сайт создается буквально через день-два, он завершится, там очень упрощенная форма голосования будет. Важно отметить, что обустройство парка запланировано на тех участках, где в принципе невозможно капитальное строительство. Это водоохранная зона. Здесь находится одна из главных насосных станций республики, подающая воду в Назрань, Магаз, Плиево. Технологические линии идут по всей территории. Под несколькими сотнями гектаров находится основная водяная линза. Территория для возведения жилых домов не подходит, но идеально смотрится для национального парка. Республика небольшая, то доступ к этому парку будет у всех, тем более-менее в центре находится. И все мы пользуемся Бакинской трассой, мы это знаем. Это местоположение у него выбрано не зря. Плюс этот участок, он лежит, не осваивается. Как я уже говорил, там водозаборные скважины. Реализовать его под какие-то другие цели не представляется возможным. Проектом предусмотрено озеленение вокруг скважин в 2-3 ряда деревьями, поэтому учтены и эти моменты, чтобы одно другому не мешало. По проекту в парке предусмотрены несколько игровых и спортивных зон, включая ледовую арену, футбольное поле, водоемы, в том числе для рыбалки, зоны с Wi-Fi, беговые дорожки, автодром. Здесь же будет колесо обозрения, аттракционы, в общем, все, ради чего родители вместе с детьми ездили в соседние регионы. У нас очень мало зон отдыха на территории республики. Например, более-менее крупный парк находится в городе Малгобек, площадью более 26 гектаров. То есть необходимость в зон отдыха у нас назрела давно в республике. Здесь, как я уже отметил, площадь земельного участка более 100 гектаров. Она позволяет при грамотном подходе очень правильно реализовать этот парк, и чтобы всем было удобно. Тем более и приезжим гостям нашей республики, которые проезжают федеральную дорогу Ростов-Баку. Я думаю, это будет очень удобно. Парк будет строиться на благотворительные средства в рамках оказания безвозмездной помощи Ингушетии. Инициатор проекта Махмуд Али Калиматов выразил уверенность, национальный парк станет визитной карточкой субъекта. Здесь будут все условия для полноценного отдыха жителей и гостей республики. Руководитель региона отметил, это придаст дополнительный импульс для развития туризма без ущерба для окружающей среды. Адам Мережков, Султан Булгучев, Новости 24.